Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Мы продолжаем с вами говорить о реформах в образовании. Сегодня наш собеседник Эндрю Вахтель, экс-президент АУЦа, а сейчас глава Компас колледж. Здравствуйте, Эндрю. Здравствуйте. Давайте сначала, что вы думаете о образовании в Кыргызстане вообще? Высшее или вообще просто? Давайте начнем со школьного. Ну, хорошо, но это не то, что я думаю. В принципе, к сожалению, уже давно доказали, что мы не даем нашим детям то образование, которое мы должны им давать. Это уже, к сожалению, еще раз я говорю, это бесспорно. Никто со мной, я думаю, ни на каком уровне не будет спорить. Это просто факт. Есть какие-то моменты, какие-то отдельные школы, где что-то нормальное происходит, но в массе это огромная проблема. И это проблема на многих уровнях. Это проблема кадров, это проблема денег, это проблема инфраструктуры. То есть это очень глубокая, сильная проблема, которая уже в течение 30 лет как бы не решается. И все становится сложнее и сложнее. Как вы думаете, вот этот вот конкурс на замещение должности директора способен как-то решить? Нет, но это не ответ на вопрос, есть ли хорошие кандидаты. То есть это не создает хороших кандидатов. Это только убирает тех людей, которые там сидят через определенное время. Притом убирает и тех, которые более-менее компетентные, и тех, которые некомпетентные. Если бы были кадры молодые, которые горячие и готовые, и которые должны были ждать годами, чтобы попасть туда, я бы сказал, что это прекрасно. То есть, безусловно, слишком много слишком старых людей в системе образования, которые никогда не поменяли свой советский менталитет, и которые до сих пор считают, что советская школа – это самая лучшая школа в мире, и мы должны просто продолжать вот такие прекрасные старые советские традиции. Их надо заменить, я согласен, но если некем заменить, если нет молодых людей, которые были подготовлены, и в течение 30 лет трудно сказать, что самые умные и самые выдающиеся люди в Кыргызстане пошли по пути образования, это вряд ли само по себе будет как бы улучшать ситуацию. Вот я думаю, что сейчас очень многие наши подписчики воскликнули: да, советская школа была лучшей школой, и вам, американцу, это не понять. Нет, ну вы понимаете, советская школа была вполне хороша для Советского Союза. Она должна была создать более или менее послушных людей, которые знали определенный багаж, имели определенный багаж знания. И было важно, что неважно, если ты находишься в Калининграде или в Якутске или в Бишкеке, что у тебя одно и то же знание. То есть ты можешь поехать куда-нибудь, все знают, что ты знаешь. То есть люди были более или менее заменимы везде. И это была хорошая школа в ситуации дефицита знания, то есть дефицита информации. Когда мало информации, когда информация недоступна, тогда единственный вариант – это я что-то знаю, я тебе это передаю, ты это все записываешь, выплевываешь обратно, теперь я знаю, что я это передал, все довольны. В ситуации, когда информация уже не только не дефицит, а наоборот изобилие, продолжать давать детям очень много знания в школе и считать, что это хорошая школа, это не имеет никакого смысла. Они говорят, ну как, они должны знать X, Y, Z, A, B, C. Ты говоришь, а их телефон знает то же самое. То есть вопрос не о том, кто-то знает там, какая столица, я не знаю, Португалии. Твой телефон знает. Если тебе нужно это знать, спроси телефон тебе скажет. Зачем я должен тебе это передать, ты должен это запоминать, ты это должен записать, потом забывать.
То есть это не образование. И это, по крайней мере, не то образование, которое нужно сейчас. Поэтому сказать, что это прекрасная система, еще раз, может быть, это была прекрасная система для того времени и того момента, но сейчас немножко другое время, немножко другие требования. И просто пересоздать советскую школу, даже если бы это было возможно, и это невозможно, но даже если бы это было возможно, это нереально и не нужно. Хорошо, мы с вами поговорили, пришли к выводу, что наша школьная система, сейчас мы говорим об этой ступени, плохая. Хорошая. Как должна выглядеть хорошая и как к ней можно перейти? Но я думаю, что это сказать более или менее легко. Делать это очень сложно. То есть школьная система должна быть ориентирована не на вопрос, какой должен быть ответ, а должен быть на вопрос, какой должен быть вопрос. То есть студент в современном мире должен уметь задавать нормальный вопрос, а не отвечать на вопрос. Потому что, еще раз, твой телефон ответит, если ты правильно будешь составлять вопрос, твой телефон будет отвечать на любой вопрос. А поскольку конкурировать с твоим телефоном не имеет никакого смысла, надо работать с этим телефоном. Надо понимать, что да, телефон – это источник миллиард кусков информации, ты просто не знаешь, что спросить. А как я создаю тех студентов, которые умеют нормально задавать вопрос? То есть они должны гораздо более активно работать, они должны думать о том, а зачем мне это надо знать, что знать, это запросто. А как создать таких детей, это ты должен немножко, то есть совсем менять твое отношение к детям. Если ты считаешь, что я источник информации, я просто передаю эту информацию детям, и они должны знать и найти правильный ответ. Правильный ответ – это неинтересный ответ. Если есть вопрос, который имеет только один ответ, это неинтересный вопрос. Еще раз, потому что твой телефон все равно это найдет через секунду. Единственные интересные вопросы – это где есть много ответов, какие-то из них правильные, какие-то из них неправильные. Из этих правильных в каком-то контексте один более интересный, другой менее интересный. А как студенты должны начать понимать, а в каких ситуациях, в каких контекстах эти вопросы или ответы имеют смысл. А это гораздо более сложный процесс образования. Они должны быть гораздо более активны, они не должны просто сидеть там и повторить то, что им было сказано. Они должны сами идти искать, и они должны сами понимать, что да, интернет – это источник очень много плохой информации, но это источник и хорошей информации, и как делить хорошую от плохую, как понимать, что тебя не обманывают. То есть вот это уже вопросы гораздо более интересные, гораздо более важные, чем знают ли они точно всякие какие-то разные формулы, даты и так далее. Это все совершенно неинтересно. Смотрите, вот если отвлечься от системы образования, вот понятное дело, что дождаться системных, серьезных изменений даже в этом поколении школьников нам, родителям, вряд ли удастся. Что мы, родители, можем сделать для своего ребенка? Ну, что я могу сказать? Это на каком уровне? То есть, если мы говорим про начальную школу, есть, безусловно, какие-то вещи, что студенты должны все-таки знать. Там базовую математику, там, умение читать. Вы можете убедить или стараться убедить, что очень сложно ваших детей читать. Потому что то, что это поколение не хочет читать, это огромная проблема. То есть если в течение, я не знаю, 2000 лет самые умные, самые интересные люди писали и оставили такое наследство, и теперь никто не хочет читать больше, чем одну страницу в интернете, это огромная проблема. То есть мы просто теряем связь со всей историей человечества, и дети, которые никогда ничего не будут читать, и это, к сожалению, большинство детей, они просто как будто живут, и они будут постоянно открывать Америку, потому что все, что сложно, все, что интересно, у них нет доступа к этому.
Мы видим, что реально им сосредоточиться больше, чем 5-10 минут одновременно, это очень сложно. Что, я думаю, здесь родители могут играть свою роль. То есть, если лимитировать время, когда они могут смотреть на экраны, и, к сожалению, заставить, потому что я думаю, что придется заставить кое-что читать, то есть вначале читать с ними, потом читать, это сильно поможет. А дальше, вот если мы говорим про другие годы, то есть уже после, я не знаю, 6-7 класса, это уже все-таки начать требовать от школ немножко другой подход. То есть отойти от зубровку, я запоминал там миллион вещей, я счастлив, а попросить, чтобы эти школы просто обдумали свой подход. Я знаю, в нашем колледже, например, мы даем последний школьный год, то есть 10-11 класс за 1 год, у нас совершенно другой подход. Мы стараемся давать интегрированную программу, где для студентов эти разные разрозненные факты, связанные друг с другом, и создают какую-то картину, которая может быть также, мы не ожидаем, что каждый студент будет создать что-то абсолютно новое и интересное, но, по крайней мере, у них будет какая-то картина мира, и это может их интересовать, потому что, по крайней мере, у нас колледж по дизайну, и мы связываем все с историей и искусством, с историей и дизайном, то есть, по крайней мере, они понимают, зачем они что-то получают, потому что когда ты не понимаешь, зачем ты что-то получаешь, даже если я могу заставить тебя это запомнить сегодня, завтра ты это все забудешь, потому что явно это тебе не нужно, ты это держал ради какого-то экзамена, как только ты вышел из экзамена, ты все спокойно забыл, потому что тебе это было совершенно не нужно. А вот мы должны требовать, как родители, чтобы школы дали нашим детям что-то, которое имеет какой-то смысл для детей в первую очередь. А если это имеет смысл для нас, а не просто «а мы всегда так делали», тогда можно что-то придумать. Вот, кстати, о колледже. Вот когда училась я, после 8 класса, тогда еще после 8, уходили только такие самые, что называется, двоечники. Да. Все остальные хорошие дети должны были заканчивать 10-11 классов. Сейчас все чаще дети из хороших, из интеллигентных семей с высоким IQ и хорошей успеваемостью уходят из школы после 9 класса. И так они должны делать. При этом эксперты говорят, что это отрицательный показатель работы директора, что это тревожный. Вот что вы думаете? Вот мы даже... Нет, но даже если мы говорим про хорошего директора, директор ни при чем. Для чего существует 10-11 класс в Кыргызстане? Они существуют, чтобы дети хорошо написали ОРТ и хорошо написали предметные экзамены по всем предметам. Если вы будете смотреть на стандарты Министерства образования, почти ничего нового они не получают в течение 10-11 класса. Мне кажется, что 10-11 класс нужен просто потому, что не знают, куда девать детей столько. Ну, это уже другой вопрос. Но если я буду смотреть на существующие стандарты, и если даже я прекрасный директор школы, я ничего не могу делать. Я должен, чтобы доказать, что я хороший директор, мои студенты должны хорошо написать ОРТ. Но готовить студента к экзамену и дать образование – это две совершенно разные вещи. Если я знаю, что есть в ОРТ, я просто готовлю тебя к этому, я даю тебе всю информацию, я заставляю тебя это все запомнить, потому что тогда ты получишь там золотую медаль и красный диплом, и все будут довольны. А я хочу давать образование. Но образование – это, допустим, умение задавать вопросы. А зачем мне это ОРТ нужен, например? Вот это такой вопрос я не имею права обсудить со студентом. Студент скажет, это ОРТ совершенно мне не нужен, потому что это ничего не показывает. Я помню, когда я был президентом АУЦА, мы поняли, что да, официально наши студенты должны пройти ОРТ, на самом деле они все прошли. Но никогда не случилось, что студент прошел экзамен АУЦА и не мог пройти экзамен ОРТ. ОРТ это как бы автоматически. Зачем готовиться к этому? Ну, потому что они их делят. Те школы хорошие, это где балл выше, а гениальность колледжа, что они не пишут ОРТ.
они не пишут предметные экзамены. То есть мы имеем право давать им образование во время этого школьного года, потому что мы не должны готовить этих студентов к каким-то непонятному экзамену. Мы должны сказать, вот давайте будем думать, что может быть интересное для вас внутри этих обязательных предметов. То есть мы должны давать эти предметы, мы не имеем права их избегать, но можно давать предметы интересно, можно давать им неинтересно. А поскольку мы не связаны с экзаменом, мы можем давать им интересно. И это освобождает нас от многих проблем. И поэтому я жалею этих директоров, потому что я понимаю, что у них выбора нет. Они обязаны давать скучное образование. Потому что это скучное образование, это то, что требуется эти экзамены. Ну, мы говорим не только о вашем колледже, у нас же много колледжей. Не, ну, в принципе, любой колледж может это делать. К сожалению, я не вижу, что многие колледжи понимают, что у них есть такая возможность. Никто не требует, но все равно они это делают. Они это делают, потому что они не знают ничего другого. То есть у них другого кругозора нет. Вот это смотрите, большая проблема. Мы с вами поговорили о школьном, вот о колледже, вузы. Мы поставили перед собой амбициозную задачу ввести 5 вузов в 500 лучших. Кто-то говорит, что этого не произойдет, пока мы не подтянем предыдущие ступени, дошкольное, школьное образование. Нет, ну, конечно, все связано. Все связано. На этот вопрос. Вот еще озвучьте, что вы думаете. Нет, но дело в том, что ставить такую цель, это на самом деле это риторическая цель. Скорее всего, те люди, которые говорят, что за 5 лет какие-то вузы будут в лучших 500 мира, скорее всего, они прекрасно знают, что это невозможно. Это просто звучит хорошо. И, возможно, чтобы получить разрешение от других частей правительства на какие-то реформы, они это говорят, зная, что через 5 лет никто не помнит все равно, что это было сказано. А вот так, это просто тактика. Я надеюсь, что это так. То есть, если на самом деле они верят, что они могут вытащить какие-то вузы в топ-500 в мире, это большая проблема, потому что они не могут это делать. И это не потому, что они глупые, и не потому, что вузы плохие, это потому, что это просто нереально. Конкуренция, чтобы попасть в лучшие 500 вузов мира, они даже не представляют, что это за конкуренция. Меня попросили в 2013 помогать программе 500 в России, то есть они хотели вытащить свои вузы в топ-500 в мире. Они потратили, я бы сказал, как минимум 50 раз больше денег, чем есть в Кыргызстане на этот проект. Они потратили 10 лет работы с этими вузами и вытащили несколько штук. Худо-бедно в самые лучшие, и не самые лучшие, в лучшие 500. У нас таких ресурсов нет. И самое главное, это решение никому не нужно. Потому что если мы говорим, а зачем нам это надо, то есть это для национального престижа, это чтобы мы можем приехать в Нью-Йорк на совещание ООН и сказать, что Национальный университет Кыргызстана попал к 493 третье место на свете, это что дает? То есть, что мы должны делать? Мы должны сказать, наши выпускники наших вузов что-то умеют. Это уже совсем другой вопрос. Эти рейтинги совершенно не мерят, могут ли студенты из вуза что-то делать. То есть они это не меряют. Они меряют, какие там исследовательские работы преподавателей, они меряют, какая у них научная репутация среди своих коллег по палеонтологии или типа этого. Нам это надо. То есть я не думаю, что для Кыргызстана важно, чтобы у нас были самые лучшие палеонтологи в мире. То есть это было бы, конечно, круто, но пока поставим перед собой более реальные цели. Да, давайте подскажем так. Мы понимаем, что очень большой процент наших выпускников не конкурентоспособны, они не могут даже получить работу в Кыргызстане, потому что они ничего не умеют. Давайте будем стараться давать им нормальное человеческое образование, которое будет подготавливать их на
следующие этапы академического развития нашей страны. Вот это было бы вполне прекрасная задача и очень сложная. То есть сказать, что это просто, это совсем не просто. Нужно будет делать очень много, чтобы достичь таких скромных, но достигаемых возможностей. А делать какие-то громкие произношения, что мы будем из топ-500 в мире, это просто не помогает. Это отвлекает от, на самом деле, тех вещей, которые нужно делать. Ну, как я сказал, если это тактика, если из-за этой тактики они получили возможность освободить относительно хороших вузов от ненужных оков и дать им какую-то свободу, и пусть они дальше развиваются, ну, тогда я только за. То есть, если это риторика, ну, хорошо, пусть будет риторика. Если это серьезно, ну, тогда у меня свои проблемы с этим. Можно ли, в принципе, получить хорошее образование в Кыргызстане или не пытаться ехать? Можно получить. Это по какому отраслю знать. То есть, если мы говорим про высшее образование, в некоторых вузах здесь можно получить вполне приличное образование. В АУЦА можно получить нормальное образование. В Манасе, по-моему, можно получить образование нормальное. В УЦА можно получить образование. А в госвузах есть отдельные программы тоже, где, по идее, остались какие-то острова качества. В массе нет, но образование это не про массовое образование, это про... То есть ты должен знать, что тебе нужно. Но, допустим, по техническим специальностям у нас просто нет кадров, у нас нет оборудования, у нас нет инфраструктуры, чтобы давать нормальное первоклассное образование. Это просто не существует. То есть здесь требовалась бы программа инвестиций, которая очень большая. И таких ресурсов, по крайней мере, нет. Поэтому если ты хочешь стать, не знаю, химиком или биологом, или, ну, лучше, наверное, тебе уехать куда-нибудь. А раньше можно было уехать в Россию, по крайней мере, для технических специальностей. Ну, теперь российские вузы тоже как бы возвращаются к Советскому Союзу, к лучшим традициям, в кавычках, и считают, что они создают какую-то отечественную науку, которая не существует. И поэтому, к сожалению, уехать в Россию становится это просто тупик. Поэтому теперь придется дальше уехать для людей, которые хотят такое образование. Ну, варианты есть, то есть в мире очень много вузов. Теперь, если ты знаешь, что ты ищешь и зачем ты это ищешь, ну, бесплатно вряд ли ты это получишь, но за какие-то деньги ты можешь получить нормальное образование. А если у тебя безумный талант, ты можешь получить бесплатное образование во многих странах мира, поэтому ситуация не такая совсем безнадежная. А в Кыргызстане было безумные лучше... таланты это какие? Ну, это если ты из лучших, я не знаю, 5 студентов каждый год в стране, ты можешь получить прекрасное образование бесплатное везде. Ну, если подготовишься к этому. А если, еще раз, для Кыргызстана, то есть они должны создать такие немножко другие цели, скажем, окей, давайте создадим хоть одну группу из 50 человек по какой-то специальности, которые реально что-то умеют. Ну, давайте. То есть это хороший отбор, хорошие преподаватели, нужные ресурсы и хоть что-то. Мы можем сказать, вот смотрите, вот это 50 человек, они закончили там национальный университет, они конкурентоспособные, их хотят, они могут пройти, ну, допустим, если это по финансам, они прошли международное какое-то тестирование, они знают английский, они знают и русский, китайский, может быть, и наши банки хотят их брать сразу же, как только они выходят с университета, их берут на работу и платят. Ну, давайте сделаем такую цель на 50 человек, на 100 человек. То есть забудем про 5000 человек, 10 тысяч человек.
Это все мишура. Ты никогда не сделаешь реформы таким образом. Все делается маленькими шагами, огромными объявлениями, что мы все улучшим сразу же. Это, все понимают, что это нереально, это несерьезно. Ты должен что-то доказать. Мы говорим нашим родителям в колледже: ваши дети будут получать работу, если они хотят. То есть мы можем показать вам после первого года, что они умеют делать. Мы можем показать, где они будут работать летом. Мы можем показать после второго года, какие у них результаты. Это 20 студентов, 30 студентов. То есть я не говорю, что я могу создать, 5000 прекрасных дизайнеров. Это было бы смешно. У меня нет преподавателей на это, у меня нет инфраструктуры на это, нет работ на стольких людей. Зачем? А вы следите за тем, как трудоустраиваются ваши, или у вас еще не было выпускников? Еще не было, в следующем году будет наш первый, но, конечно, мы будем. Это для профессионального колледжа есть только возможные критерии. Либо они получают работу, либо они уезжают дальше учиться. То есть или-или. Других вариантов нет. А если ты не можешь доказать, что твои студенты в этом плане конкурентоспособны, они могут попасть в другой хороший вуз, или они могут получить работу, или создать свой собственный бизнес. Все, ты никто. Университет это немножко сложнее, потому что, конечно, это более академическое образование. Мы не ожидаем прямо, что они как бы готовятся к профессии, но все равно они должны быть конкурентоспособны. Кто-то должен их хотеть. Я не знаю, то есть я знаю, наши выпускники АУЦА, по крайней мере, когда я был президентом, их хотели. Не знаю сейчас. А я знаю, что из госуниверситетов в основном не хотят. Но это не то, что ты можешь за один день поправить. То есть должны быть другие преподаватели, другие академические программы, другая инфраструктура, другие ресурсы. И, к сожалению, образование это, я сказал кому-то, это как ты, если в лучшем случае это ты посадил виноград. То есть у тебя первый урожай через 5 лет, когда у тебя будет первое вино. То есть ты не можешь это делать быстрее. Ты не можешь сказать: вот я сделал сегодня реформу, а завтра у меня результаты. Завтра у тебя не будет результатов. В любом случае их не будет. И часто бывает, что образование это даже не виноград, а маслина. Маслину ты посадила, 15 лет ты ждешь первый урожай. То есть это только сумасшедший человек занимается. Или страна. То есть страна понимает, что есть дальновидные какие-то планы для развития страны, и умная страна понимает, что сегодня надо инвестировать, чтобы получить какой-то результат через X лет. Вот смотрите, давайте вернемся к реформам образования. Сейчас готовится новый закон. Обсуждается вне этого закона еще переход на 12-летнее образование, вот эта вот ротация директоров. Какие шаги вам кажутся разумными в рамках? 12 лет это на самом деле в каком-то плане мишура, они просто собираются переименовать этот нулевой класс. То есть, в принципе, у нас уже есть, в этом плане у нас уже есть 12 лет образования, то есть это просто смешно. И это ничего не будет менять. То есть если сейчас студенты после 11 класса не особенно квалифицированы, если мы называем их студентами 12 класса, это не значит, что они станут вдруг квалифицированными. То есть это просто смешно. Как я сказал уже насчет замены директоров, это хорошо, если есть кандидаты на замену. Как их Их тоже надо готовить. Это очень длинный процесс. То есть, если ты хочешь готовить новых кандидатов во-первых, должны быть. Любой школьный директор должен быть первоначально преподаватель. То есть ты не можешь быть просто администратором чего-нибудь, и вдруг ты придешь и будешь вести школу. Все-таки преподаватель должен быть. Вначале, то есть ты должен знать, что делает школа. То есть если ты не знаешь, зачем существует школа и как она работает, ты не можешь быть директором школы. Ты не должен быть преподавателем на 50 лет, но, по крайней мере, у тебя должен быть какой-то преподавательский опыт. И в любом случае никто тебя не будет уважать среди преподавателей, если ты никогда не преподавал. Это просто sine qua non. Хорошо. Потом, помимо преподавания, у тебя должны быть какие-то организационные качества.
Ну, их можно получить, то есть это можно готовить таких людей. То есть, в принципе, если бы у нас были достаточно много хороших преподавателей, найти среди них людей, у которых есть административные способности, это не так сложно. Я просто боюсь, что у нас не так много прекрасных преподавателей, но это я не специалист по школьному образованию, поэтому мне трудно сказать. А насчет университетов, ну хорошо, дают свободу. Академическая свобода – это обязательно, то есть прекрасно, пусть работают без стандартов, стандарты совершенно не нужны, они вообще в современном мире не имеют никакого смысла, я только за. Вообще надо освободить всех университетов от этих стандартов. Министр сказал, что да, я это понимаю, но эти другие университеты не готовы, но они на самом деле не готовы, но какая разница? То есть, если ты даешь им свободу, может быть, они не будут пользоваться этой свободой, но лучше это давать. Это не будет вредить. Давайте все-таки договоримся о терминах «академическая свобода». Потому что в прошлый раз я разговаривала с замминистра образования, мне показалось, что понимание академической свободы в мировом значении и в том, как понимает Министерство образования, это разные Ну, как свободы. я это понимаю, есть два варианта. Во-первых, это моя личная свобода. Я преподаю, я имею право вести мой предмет, как я хочу, как я считаю нужно. Никто мне не говорит, что когда ты преподаешь, не знаю, экономику, ты обязан пользоваться таким учебником, ты обязан преподавать такой предмет, ты обязан готовить студентов так. То есть я имею право преподавать мой предмет, как я хочу. Это не значит, что я имею право приходить и проповедовать, не знаю, ислам или христианство, потому что это совершенно не относится к экономике, но в моей области я имею право делать, как я считаю нужно. Это моя личная академическая свобода. Это менее важно для университетов Кыргызстана, чем программная свобода. Программная свобода – это значит, никакой там непонятная комиссия не может мне сказать, что если у тебя есть программа по экономике, вы должны обязательно включить эти 10 предметов, потому что мы считаем, что их надо включить. А оказывается, 3-4 из этих предметов уже не существуют, или они, это типа марксизм-ленинизма, то есть в таком плане. И зачем? То есть я должен иметь право сказать, что да, у меня экономика будет состоять из X, Y, A, B, C, D. Я должен объяснить кому-то зачем. То есть если я убираю, допустим, макроэкономику, вряд ли это нормально, и мои коллеги скажут, извини, так нельзя. Но все равно это не надо писать. То есть это сказать, я не должен писать, что студенты должны дышать, и я не должен сказать, что в программе экономики должна быть макроэкономика, потому что это любой идиот это понимает. А после этого уже я могу делать то, что я считаю, то есть мы можем делать то, что мы считаем нужно. Вот такая академическая свобода должна быть, потому что это дает возможность относительно быстрое развитие программ. То есть если мы видим, что в этом вузе они перестали преподавать какие-то ненужные предметы и добавили новый предмет про криптовалюту, и все студенты это получают, и все они уходят и начинают заниматься чем-то совсем другим, и их хотят на рынок труда, а те, которые остались здесь и получили типа марксизма-ленинизма, ничего не делают, люди могут делать свои выводы. А как только старые какие-то кадры, которые считают, что без марксизма-ленинизма никак, и тогда у тебя нет времени и места для криптовалюты или для каких-то новых предметов. То есть это обязательно нужно давать. И еще раз, тот факт, что в каких-то вузах все равно будут продолжать давать то, что всегда давали, это не беда, так они и делают и сейчас. И это, конечно, плохо, но они ничего плохого не будут делать. То есть хуже не будет, а лучше может быть. Это такая академическая свобода, которая нужна для вузов. А потом есть свобода найти свои ресурсы. Вот это самая, эта сторона гораздо более сложная. Потому что если академически это, по крайней мере, это не деньги, здесь уже деньги. И здесь мы
имеем дело с большой проблемой, что и я очень рад, что министерство это косвенно, по крайней мере, это уже поднимает, что мы даем какие-то ресурсы госуниверситетам, чтобы они давали образование, это недостаточно. И лучше, чем врать и сказать, что это должно быть достаточно, надо сказать, да, мы даем то, что мы можем давать, и дальше, если вы понимаете, что вам нужно больше, у вас должна быть свобода и возможность найти эти деньги. Ну, как найти эти деньги? Выйти на улицу с плакатом, дайте нам деньги, это не получится. Убедить студентов платить тебе больше, ну, можно попробовать, и это тоже надо дать им такую свободу. А арендовать, отдать под аренду всякие ненужные здания, убрать количество студентов, то есть делать вот какие-то более сложные финансовые операции, это обязательно. То есть я думаю, что многие боятся, что здесь будут возможные коррупционные схемы, и я уверен, что они будут. Но по идее это можно контролировать. То есть в принципе, если люди должны показать, на что они отдали, что они получили, и мы более-менее знаем рыночные цены. То есть если кто-то будет стараться контролировать это прекрасно, это даст возможность, то есть если я национальный университет, и у меня есть очень много ненужной недвижимости, потому что у меня раздутый штат студентов и раздутый штат преподавателей, теперь я убираю 50%, и я имею право отдать в самый центр Бишкека людям под аренду землю. И они должны мне за это платить. Я должен брать эти деньги и инвестировать в моих студентов и преподавателей. Ничего плохого здесь нет. То есть никаким другим образом ты не можешь дать им больше денег. То есть в государстве больше денег нет. У студентов больше денег нет. А здесь есть эти активы, которые никому не нужны. Хорошо, надо дать людям возможность их пользоваться, но под достаточно строгим наблюдением, что они не крадут. Ну, я понимаю, что мало кто верит, что люди не будут красть. Если не даешь людям какие-то возможности, ничего не изменится. То есть это надо делать. Поэтому здесь я только за. И я очень хочу видеть, как люди будут пользоваться этой свободой. То есть если они будут правильно и разумно, у них есть шанс что-то делать. Лицензирование. Вот как вы открывали свое учебное заведение, было ли это? У меня проблем... То есть у меня какие-то проблемы, конечно, есть с лицензированием. Я бы сказал так. Сравнить надо лицензирование учебных заведений с лицензированием кафе. То есть почему у нас много хороших ресторанов в этом городе? Потому что когда ты открываешь ресторан, никто не требует, чтобы ты доказал, что еда у тебя будет вкусная. Ты должен просто доказать, что ты не отравляешь людей. И дальше уже рынок поймет, что у тебя еда хорошая или у тебя еда плохая. Вот, к сожалению, Министерство образования требует от тебя, чтобы ты одновременно доказала, что ты не будешь отравлять и что еда будет вкусная. А как доказать, что еда будет вкусная до того, как ты открыл кафе, извини? То есть ты не можешь доказать. Поэтому они требуют очень большое количество каких-то косвенных индикаторов, которые якобы показывают, что у тебя еда будет вкусная. Ну, например, у тебя должен быть рандомное количество компьютеров на каждого студента. То есть один компьютер на каждый, допустим, 2 студента. Как ты будешь пользоваться этим компьютером? Будут ли там программное обеспечение? Будешь ли ты пользоваться вообще этим компьютером? Это никто не спрашивает. Просто голый факт. Есть компьютер, нет компьютера. Работает компьютер, это даже никто не смотрит. Просто есть компьютер. Ну, окей, я могу даже сочувствовать и сказать, ну что министерство должно делать? Да, ты не можешь доказать, что результаты будут хорошими, поскольку у тебя еще результатов нет. Но, по крайней мере, окей, они требовали от тебя какие-то разные вещи. Как только ты начал работать, они должны уйти. И должна прийти аккредитаторы, которые смотрят только на результаты. Уже никто не должен смотреть на то, сколько у тебя компьютеров, и сколько там у тебя квадратных метров, и сколько у тебя там отстепененных преподавателей. Потому что это все косвенно. Когда могут смотреть на результаты ваших студентов.
Если ваши студенты выходят, и они что-то умеют, они получают работу, тогда если даже у тебя ни одного компьютера нет, оказывается, ты хорошо работаешь. А если твои студенты ничего не умеют делать, тот факт, что у тебя 500 компьютеров, ничего не меняет. А вот это самое, то есть министерство не уходит. То есть пусть они дают пусть у них будет лицензионные требования на новые заведения, это может быть неизбежное зло, а как только ты начал работать, пусть они дают тебе работать, и потом через несколько лет, когда у тебя уже результаты, пусть кто-то будет смотреть на результаты. Поэтому я считаю, что лицензирование это должно быть гораздо менее обременительное, это должно доказать, что ты не будешь отравлять, а потом уже кто-то должен приходить, там рецензировать твою еду и сказать, что да, это очень вкусная еда, и есть такое меню, все прекрасно, или да, эта еда очень плохая, и никто не хочет это кушать. И все, не надо их закрывать. Они сами закроются. Ваучер. Ну, ваучер это на школу, как я понимаю. Школьный ваучер. Ну, школьный ваучер, во-первых, это, конечно, проблема только больших городов, потому что, очевидно, в селе этот школьный ваучер тебе ничего не даст. Там одна школа, и ты пойдешь в эту школу. В Бишкеке, например, создать какую-то конкуренцию между школами, что родители пойдут туда с ваучером, где как будто хорошо. Я не знаю, то есть я боюсь, что родители не особенно понимают, что такое хорошее образование в основном, поэтому как они будут пользоваться этими ваучерами. То есть это, еще раз, это для меня не самая главная проблема. Самая главная проблема, что общее качество плохое, а выбрать между одним плохим и другим плохим, это не самая главная проблема. Самая главная проблема – это поднять качество вообще. Это делать через понимание, в чем проблема. И это надо дать школам гораздо большую свободу, чтобы они отличились друг от друга побольше. Тогда уже будет иметь смысл, да, тогда школы отличаются, когда у них есть совершенно разные требования, разные результаты, тогда уже можно сказать, пусть родители выбирают. А когда они все готовы к одному экзамену, какая разница, в какой школе ты учился? Все равно они дали тебе одно и то же, есть стандарт, все дают стандарт. Вначале дай свободу от этих стандартов, и потом уже у тебя будут разные школы с разными подходами, с разными идеями, и потом уже будет требование от родителей, что я хочу, чтобы мой студент пошел там, где дают такое образование или такое. А так теперь это только конкурс красоты, а конкурс красоты, зачем давать ваучер на конкурс красоты? То есть для меня это не самая главная проблема, и это не особенно отвечает ни на какие вопросы. Я понимаю, что мои коллеги считают, что это очень важно, но я не вижу в Штатах, это ваучерная система, я не думаю, что это дает какие-то реальные результаты. Давайте резюмируем. Вот мы всерьез решили реформировать образование. С чего вы рекомендуете начать? Если бы я был министром образования, я бы сделал примерно то, что они объявили, что они собираются делать с вузами. То есть я бы их освободил от большинства требований со стороны министерства, дал бы им свободу и дал бы им возможность работать своими финансами, но под серьезным надзором. То есть я считаю, что в этом плане министерство работает правильно. Конечно, как вы сказали, это немножко начать не там, где реальная проблема. Если реальная проблема, что 50% детей не умеют читать, реформировать университеты – это немножко роскошь, но, по крайней мере, я думаю, что это это правда. А со школами, то есть я, слава богу, не специалист по школьному образованию, потому что это реально очень большая проблема. Но, по крайней мере, в больших городах я бы старался тоже освободить школ от стандартов
и дал бы им возможность немножко более свободно преподавать. И в селах, ну, здесь это проблема ресурсов, то есть здесь надо каким-то образом убедить нормальных людей туда поехать преподавать, но это уже национальная проблема, то есть это можно создать какие-то интернаты для талантливых детей, но это огромная проблема, у тебя там 3000 школ, по-моему, под надзором Министерства образования. Я не знаю, если бы кто-то мне дал эту работу, я бы ушел. Это очень глубокая, болезненная проблема, которую пока можно больше риторически как бы улучшать, чем реально. Потому что, ну, по крайней мере, я бы начал, наверное, с больших городов, где легче. А в селах есть то, что в селах. Ну да, можно что-то делать онлайн, но мы поняли за последние годы, что это не особенно хорошо работает. Почему? Ну, потому что чем моложе, тем невозможно учиться онлайн. То есть для меня с вами, если мы знаем точно, что нам нужно, мы можем получить какое-то знание через онлайн. А для 10-летнего мальчика это совершенно нереально. Они не могут учиться, они не могут там сидеть, это не привлекает, у них нет общения с другими детьми. Они пришли к нам в колледж, то есть это первое ковидное поколение студентов, ты уже видишь, что это сильно повредило им. Они даже не понимают, что такое сидеть в классе и слушать нормально. Они все считают, что они смотрят преподавателя до сих пор на Zoom, и они там смотрят свой телефон, засыпают, потому что так они привыкли делать во время этого ковида, и я не могу их обвинить. Поэтому здесь это очень сложный вопрос, но, конечно, в конце концов, это все зависит от преподавателей. То есть надо убедить нормальных детей стать преподавателями, а это должна быть национальная программа, но это не может зависеть только от Министерства образования. Это государство должно решить, что мы готовы тратить те ресурсы, которые мы должны тратить над этим, что это национальная как бы катастрофа. И это не может, то есть нельзя обвинить Министерство образования, что школы в отдаленных районах плохие. Это факт, но это не вина. Может быть, они не особенно помогают, но это не их, у них нет возможности это поправить просто сами по себе. Должны быть преподаватели, которые готовы туда идти, сидеть несколько лет, работать. То есть это должно быть такой национальный план, как в Штатах это было Teach for America. То есть надо создать какой-нибудь Teach for Кыргызстан и убедить, вот если мы будем создавать нормальных детей в наших вузах вдруг, надо убедить этих детей, что хорошо, мы заплатили, и вам придется давать не 6 месяцев кыргызской армии, а 2 года кыргызским школам. И послать по школам по всей стране, и пусть поработают. Это другого варианта, я думаю, что нету. Но это, конечно, не зависит от Министерства образования. Как-то у нас заканчивается прямо на катастрофической ноте эфир. Светлое что-то есть у нашего, впереди нашей системы образования, будущее светлое? Нет, но если система образования, если сегодняшний министр понял, что есть реальные проблемы, которые нужно решить, это уже огромный шаг вперед. Конечно, это не значит, что он решит эти проблемы, это не значит, что система справится с этими проблемами, но когда система вообще не признает проблемы, тогда, очевидно, никаких шансов нет справиться с ними. Поэтому сказать, что да, очень много не работает, мы должны попробовать разными путями это улучшить, даже если я не согласен с этим решением, или с другим решением, или с третьим решением, я считаю, что это уже хороший шаг вперед. Я просто, конечно, боюсь, что все это видят, которые имеют с ними дело, что говорит министр и что делает министерство, это может быть две разные вещи. И пока это в основном на уровне
министра, который как будто что-то хочет менять, но есть очень много людей, которые готовы отсидеть этого министра и оставить все как есть. Ну, раз это осталось так 30 лет, это может быть дальше идти. Поэтому я был бы рад, если бы я считал, что мы понимаем, что у нас есть проблемы, и мы уже начинаем разговаривать с разными людьми о том, как их решить. Это уже много. Это уже главное начать, как говорил наш Горбачев. Ну, да, начать, не знаю, без начала нет конца, это точно. К чему это привело? К сожалению, это привело ни к чему, но здесь всегда вопрос о том, хорошо, ты не делал бы это, что бы случилось тогда? То есть сказать, что это не привело к тому, что ты хотел, это одно. А сказать, окей, мы не делали бы это, мы оставили бы Советский Союз, как он был, еще лет 25, ну что было бы тогда? Было бы лучше. Спасибо большое. У нас заканчивается время эфира. Спасибо, что нашли время. С нами был экс-президент АУЦа, глава Компас-колледжа, человек, разбирающийся в образовании, как особенно в средней и высшей его составляющей. Я надеюсь, что те реформы, которые задумал министр, который он озвучил, все-таки приведут к тем положительным изменениям, которые мы все ждем. Ну да, но могу сказать, что даже внутри существующей системы оказывается много чего можно делать, если у тебя есть воображение. То есть мы работаем внутри этой системы, у нас никаких привилегий, у нас никаких возможностей избегать, а все равно мы даем прекрасное образование, поэтому это возможно делать. Вот это хорошая новость, что все-таки есть учебные заведения, где можно получать хорошее образование. Да, но, к сожалению, это стоит деньги. То есть делать это бесплатно я не могу. Тем не менее... Но можно это делать. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам, что были с нами. До свидания.